Ассалам алейкум. Приветствую всех, друзья. Сегодня 7 апреля 2022 года, 18:43 по Берлину. Приветствую вас. Соответственно, должно быть 19:43 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Снова сегодня у нас незапланированный стрим, чтобы... Так, как же найти наш чат? Так, все, чат нашел, открыл, все готово. Решил тоже и в Ютубе провести стрим, так как только что его провел в ТикТоке. Друзья, давайте пообщаемся, задавайте ваши вопросы, распространяйте наши видео в своих социальных сетях, ставьте лайки. И давайте немножко пообщаемся, поговорим о ситуации, сложившейся в Украине. Но перед тем, как начать сегодняшний стрим, по традиции уже, можно сказать, хотел бы зачитать сообщение от вооруженных сил, от Генерального штаба вооруженных сил Украины. 18 900 буйных головушек сложили русские оккупанты на украинской земле, 698 танков, 1891 боевая бронированная машина, 332 артиллерийские установки, РЗЗВ 108 штук, 505 засобы ППЛО, 150 летаков, 135 вертолетов, 111 БПЛА оперативно-тактического рівня, 1358 автомобильной техники, 76 цистерн, 7 кораблей. Вот такие потери. Колоссальные потери. Колоссальные просто от людей. Больше не будет убивать людей. Поздравляю нас всех. Так, Сергей Герасименко, очень тихо. Почему тихо, Сергей? Вроде бы все нормально. Жалоб не поступало до сих пор. Неиспоримый. Ассаламу алейкум. Асан, звук очень слабый. Странно. Странно. Чеченский след, Рязанский сахар. Хамую, она неоспоримый чел. Ва алейкум салам. Витаю, Сергей, и вас, и всех. Чеченский след. Алиш, звук мую. Вроде бы не было жалоб до сих пор. Что случилось? Может, потому что я компьютер отодвинул. И так далее. Сергей, скажите, как сейчас слышно? Вроде бы хорошо было слышно. Вроде бы и так хорошо слышно. Так, друзья, видимо, на звук запаздывает. Пожалуйста, скажите, как дела со звуком? Или, может быть, я просто... О, отлично, чеченский след, Баркал. Может, вам тогда надо добавить звук у себя. Аслан Лерик Легчи бин Хешватсо. Ассаламу алейкум. У меня очень хороший, но очень виснет. Более-менее. Вот, видите, это... Вам нужно, наверное, выйти и снова зайти. Может, поэтому... Не знаю, может, я не кушал, поэтому я такой. Хотя голос у меня всегда был нормальный, да он показывает у меня все вот это, потому что прыгает, все отлично, по полностью там зашкаливает, да он. У меня очень хороший, но очень виснет. Да, зависает тоже, звук слышен, даже Казахстану, Асколя. Приветствую тебя, брат. Так, даже Казахстану. Так далеко, если слышно, я думаю. Но это может быть еще связано, что здесь казахских немцев очень много. С этим связано. Так, друзья. Что я хотел бы сказать по поводу, наверное, потом надо будет вырезать это видео, кусочек, и выложить его. Что касательно вот той войны, которая сейчас развязывается против
Украины уже в информационном плане. Я только что об этом говорил у себя тоже на стриме в ТикТоке. Вот ситуация следующая. Я этот стрим свой назвал «Опустить Украину на уровень Кадырова». Еще раз и еще раз я хочу об этом говорить, потому что это очень важно. Это важно, чтобы понимали, что война, которая сейчас развязана против Украины фашистской Россией, это, можно сказать, историческая война. Это, как в принципе все войны, но это такого глобального масштаба. Я очень на это надеюсь. Война, так как это конец России. И мы люди, находимся, люди, которые живут в настоящее время, находимся в эпоху уничтожения самой себя России. И вот такие вот дела. И вот я что хотел сказать по этому поводу. Всяческое упоминание чеченцев меня это в корне не устраивает. Мы, чеченцы, понесли колоссальные потери в борьбе против вот этого врага, когда весь мир предательски от нас отвернулся и фактически вскормил нас. И вся вот Буча, которая сейчас произошла, колоссальная трагедия, ну так, немножко лицо русского мира открылось для особо неверующих. Но Чеченская республика, это вся Чеченская республика, это одна сплошная Буча. Причем сейчас Буча произошла, и сейчас люди реагируют, как-то там были люди в Чечне, которые тоже призывали обратить внимание на то, что происходит в Чеченской республике Ичкерия. Но не было людей, которые реагировали или в достаточной мере реагировали. Сейчас, конечно, ситуация другая. И мы остались фактически, и сейчас удивляются, откуда появились кадыровцы, как среди такого гордого, свободолюбивого народа появляются такие люди, скажем, мягко, да, если можно так их назвать. Но появились потому, что бросили на скормление. Люди выживали как могли. Выживали, спасались и так далее. Это сейчас все озаботились ситуацией с тем, что Россия это какое-то там зло там, и так далее, и так далее. Это зло мы на себе испытали. Но я сейчас не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о том, что наша борьба, русско-чеченская война, чеченское национально-освободительное движение от колониального ига, которое продолжается уже на протяжении 4 веков, 400 лет, было опущено до уровня, была попытка опустить до уровня внутренних разборок, гражданской войны, до уровня Кадырова. И с этим успешно справлялись, пытались справляться разные блогеры, которых нам активно навязывали. Это было характерно показать, как пример, очень такой яркий пример, когда Ельцин хотел посадить напротив своего российского советского ставленника Завгаева, нашего президента, исполняющего обязанности президента, второго президента Зелимхана Яндербиева, которого хотели посадить напротив Завгаева. Ему это не удалось, Ельцину. Яндербиев вынудил Ельцина сесть напротив него, тем самым показав, что это не внутренний конфликт чеченцев между чеченцами, часть чеченцев, которая за Россию, и часть чеченцев, которая не хочет быть с Россией, а что это русско-чеченский конфликт. И я об этом много говорю, много пытаюсь говорить об этом, много пытаюсь разъяснять это. И вот сейчас я замечаю, то же самое происходит с Украиной. Пытаются свести все к кадыровцам. Я понимаю, что у украинцев, определенной части, наверное, украинцев, есть такой, не знаю, планка, критерий, что чеченец победит особенно у воинства, украинского воинства, наверное, это и престижно победить чеченцев в бою, потому что мы себя зарекомендовали, наши воины себя зарекомендовали отличными воинами, впрочем, как и украинские, и устроить соревнования, состязания
да, в военное состязание. И победить, ну, наверное, это круто. Я помню, как в Грузии, когда в ущелье Лопоте заманенные абсолютно без боевого опыта практически все молодые чеченцы, которые были убиты грузинами, и в грузинской прессе там высказывалось, что вот грузинский спецназ там победил чеченских там бойцов, которые шли в Украину. Хотя они были подставлены и так далее, и так далее. Ну, здесь одна большая загвоздка, одна большая проблема. Даже если грузины там в Лопоте победили мотивированных, честных, свободных чеченцев, там была подлость, конечно, по отношению к чеченцам, но даже при всем при этом в отношении украинцев этого не наблюдается, потому что против вас воюют не чеченцы и абсолютно не мотивированы. Обычные бандюги, которые пришли заработать себе денег, на мародерничать, там где-то получить звездочку, от Кадырова благословение какое-нибудь, благосклонность от него получить. Поэтому это не тем мотивированы. Тем более это практически невозможно украинцам в этом состязании выиграть у чеченцев, потому что чеченцы воюют на стороне Украины, поэтому никак им друг с другом воевать не получится. Но здесь самый важный момент, очень важный момент, который сводит многовековую украинскую борьбу за свою свободу и независимость против фашистской России до уровня каких-то коллаборантов, предателей, мародеров, которые, тиктокеров, которые пришли зарабатывать себе деньги на этой войне. И это очень важный момент. И вот везде да, они этим самым кадыровцами вас пытаются испугать, но и спасибо тем украинцам, которые не называют их хотя бы чеченцами, но опускаться до уровня кадыровцев, это, друзья, ну, национально-освободительная борьба украинцев, сводить до уровня каких-то кадыровцев, я считаю, это контрпродуктивно. Тем более, если бы Россия победила бы и маршем дошла бы до Киева, там, взяла бы там Киев там, и так далее, Кадырова вы бы там увидели бы постольку поскольку. Везде маячил бы, показывался великий царь Путин, который победил. И была бы русское оружие, победившее вот этих украинцев, вот эти УПА, Бандеру, всех вот этих бандитов, которые вздумали, там, боже упаси, вздумали там подумать о какой-то свободе, независимости. Были как русские бичами, рабами, так и должны оставаться этими рабами и бичами. Вот как понимание это представлялось бы. Куда вы полезли, хохлы грязные там и так далее, и так далее. Вот что было бы. Поэтому еще раз я просто хочу исключить чеченскую тему, потому что это касается меня, моего многострадального чеченского народа, который, опять же, я еще раз напоминаю, пережил геноцид, оставлен один на один и той же Украиной помогался осуществляться этот геноцид, да, в том числе, да, мы помним, Янукович кто был, и кто глава СБУ у вас был, и министр обороны кто у вас был, и так далее, и так далее. И именно сейчас ваша СБУ, которая всячески игнорирует, которая вносит чеченцев в санкционный список и так далее, мне кажется, боятся ответственности перед чеченским народом, который они совершали, помогая русским убивать нас. Мы знаем, что были летчики украинские, которые бомбили чеченские города и другие населенные пункты. Мы знаем, что принимали участие украинские граждане Украины. Да? Ну, конечно же, я уверен, СБУ, который был филиалом ФСБ, тоже принимал это участие. Но вместо этого мы видим от Гордона, что Чечня, хорошие парни чеченцы, потому что я считаю Гордона агентом СБУ, ну там рядом и ФСБ, потому что они два друга. Кобзон, он очень сильно гордился Кобзоном, там и так далее, может на какой-то там русско-еврейских корнях у них это повернуто, но что несомненно все это однозначно курировалось бандой КГБ, ФСБ, в этом у меня нет ни малейших сомнений. Поэтому, еще раз возвращаясь, запомните, друзья, украинская борьба, она длится сотни лет, и она
совершается не против кадыровцев. Кадыровцы ничего у вас не захватили и ничего они не могут захватить в силу даже своих интеллектуальных возможностей, так как люди необразованные по большей части. Кадыров, как мы знаем, абсолютно необразованный человек. И таких, к большому сожалению, за 20 лет очень много оказалось в чеченском. Мы дали время украинцам вырастить поколение. Если вы помните, украинцы, Джохар Дудаев говорил, солнце свободы взойдет со стороны Украины. Фактически президент воюющей страны сказал, что мы не победим, но победит и победа будет в Украине. То есть будет проигрыш Чечни, и после того, как фашистская Россия оккупирует Чечню, она пойдет в Украину и там получит по зубам. Но он не призвал прекратить сопротивление, что нет, бессмысленно и так далее. Он сказал, что на Чечне немножко пыл остудили мы русских, но не прекратили, он сказал. Полностью не утихомирили фашистскую Россию. Это говорит о том, что вся эта борьба в понимании Джохара Дудаева, она и достойных сынов Украины, которые принимали участие в русско-чеченской войне на нашей стороне, это продолжение одной войны. И Джохар Дудаев, фактически чеченский народ, дал время украинцам вырасти и получить образование, узнать, кто враг. Да, чеченская пословица гласит: не тот смелый, кто смелый, а тот мужчина, тот, кто знает, кто его враг. И в этом плане украинцы выросли, зная, кто их враг. Да, мы тоже это знаем. И такие только являются. Кадыровцы именно поэтому из разряда смелых, мужественных исключаются, потому что они воюют именно со своим врагом в одних рядах. И фактически чеченцы дали время и получить образование, подготовиться. И сейчас, чтобы достойно Украина могла дать отпор. И хотелось бы, чтобы эти вещи тоже не забывались, которые ценой неимоверных потерь чеченский народ внес в дело победы. Потому что методы те же, персоналии те же, которые принимают сейчас в войне против Украины. Тот же Путин, тот же Патрушев, тот же Шойгу, тот же все остальные мерзавцы, подонки и ублюдки. Просто немножко состарились и немножко еще больше оскотинились. Хотя куда еще больше. Вот такие вот дела. Вот что я вам хотел сказать, друзья. Так, наверное, я этот кусок вырежу и потом выложу отдельно, чтобы это могли украинцы услышать. Распространяйте наши видео в социальных сетях, друзья. Максимально распространяйте. И давайте я почитаю ваши комментарии, постараюсь на них ответить. Ставим лайки и подписываемся на канал Реалити. Чеченский след, Рязанский сахар. Дуже дякую, Чеченский след, Рязанский сахар. Также подписывайтесь на канал Чеченский след, Рязанский сахар. Народ, поставьте лайк Аслану. Вася Гельдиев. Дуже дякую, Вася. Так, украинцы четко отличают кадыровцев от чеченцев. Кадыровцы раздавали гуманитарку. Кадыров благодарил свою мать, что это она помогла своим фондам. А в гуманитарке были продукты из супермаркета Украины. Да. Нормально сейчас слышно. Ну хорошо. Маш Вовель, Маш Леди. Дякую за вашу деятельность, говорит Сергей Герасимов. Дуже дякую, Сергей, за оценку. Так, Путин, Кремля и гибнюки всех видов, наши враги из подворотни. Да, очень точно. Респект и уважуха вам, справжнім чеченцам, Анатолий. Дуже дякую, Анатолий, взаимно. Так, салам всем свободным людям, салам Аслан, салам Эд, рад тебя видеть. Слава воинам Ичкерии, Украина вас вітає, Виктор Толпекин. Дуже дякую. Героям слава, Виктор. Так, YouTube, Facebook, Apple TV изменили политику цензуры, в частности, информацию с Украины. Круто. Русские кричали, за 3 дня возьмут Киев, но получили по носу. Да, не то слово получили. Ильгар Асад, мы знаем, кто настоящие чеченцы, а кто кадыровцы. Это отлично, Ильгар Асадов, отлично.
Эту разницу мы уяснили. Я теперь хотел бы, чтобы мы еще поняли, что акцентировать внимание не нужно. Нужно побеждать Кремль, Лубянку. Вот многовековой враг Украины. Вот кто устраивал голодоморы и уничтожал нас всех. Джохар Дудаев был прав. Да, именно так. Чеченцы не проиграли, первым дали по носу русской армии. Да, Осколя, именно так. Орков добить и пограничный столб дружбы между Кавказом и Украиной. Дикий-дикий. Да, абсолютно дикий-дикий, согласен. Вообще они рекламу делают, черти всех видов. Да. Аслан Лос, как думаешь, Украина после признает нас? Я не знаю, Аслан. Аслан, как тебе написать на электронную почту? Вот под этим видео есть электронная почта МИ. Ты можешь туда написать. Аслан Лорс, я не знаю, признает наша Украина или нет. То, что как себя ведет политическое руководство Украины, мне не нравится. Мне не нравится, что когда идет перед войной, нас вносят в санкционный список. Мне не нравится, что нас не признают. Мне не нравится, что верховный главнокомандующий Украины называет террористом Шамиля Басаева, да, за то, что он сделал в Буденновске. Это была диверсионная акция, которая была. И в это время Владимир Зеленский развлекал тех самых, которые делали над нами геноцид и которые сейчас делают геноцид над украинцами. Поэтому вот эти вещи, почему нас СБУ, вот разные Гордоны, Мордоны, вот у них табу это тема признания Чеченской Республики. Но она связана, наверное, как я уже сказал, тем, что украинцы помогали, украинские спецслужбы, который был филиалом ФСБ, помогали совершать геноцид. И сейчас лица, которые причастны, могут всплыть. Да, какого-нибудь ФСБшника, если сейчас начнут долбить украинцы, ну там мир начнет, да, выявлять, и украинцы их начнут там выявлять, то в этот момент этот ФСБшник может слить какого-нибудь украинца, да, СБУшника, который совершил военные преступления, участвовал, пособником был геноцида чеченского народа. А никуда это не делось, геноцид над нами совершен, как та же Буча, как я сказал, это на Чеченская республика вся превращена и в Бучу, и в Самашки, и в Лидице, и все остальное. Поэтому вот эти вещи я не могу сказать за Украину. Мне, я сейчас у себя в ТикТоке об этом говорил, мне не нравятся некоторые такие вещи, которые связаны с тем, что если украинцы будут превращаться в русских. Я как-то у себя в стриме сказал, что я бы хотел, чтобы украинцы были лидерами в славянском мире, что вот не русские были старшими братьями, а украинцы ими были. Это не значит, что я хотел над собой какое-то командование, и что я потерплю это командование. Если я не терпел от самых грязных и самых подлых, жестоких русских военщины, то почему я это буду терпеть от украинцев и от кого-либо другого? Поэтому ни я, ни мой народ, ни наш народ этого терпеть, конечно, не будет. И это было бы на самом деле свинством превратиться в русских, победив русских. Да? Дракон убить, да здравствует дракон. Вот это, конечно, нам без разницы, кого посылать. Да? Русских посылать или любого другого на этой земле, кто будет неуважительно относиться к нам и к нашей государственности. Любой человек, который отказывает нам в праве на нашу государственность, в моих глазах автоматически теряет право на эту государственность. Потому что я никого не считаю выше себя. Никого. Никогда не считал и ниже никого не считаю. Ну, кроме там фашистов и разного там военных преступников, которые совершают преступления и в Украине, и в Чечении, и где бы то ни было. Поэтому в этом плане, я не знаю, признают украинцы или не признают. Конечно, весь мир признает. Мы должны этого добиваться, мы должны к этому идти. Но было бы приятно и благодарно с чеченской стороны, если бы не ждали бы, пока Америка примет. Америка рано или поздно тоже примет, конечно, и ООН примут, и у нас очень хорошие отношения с Америкой, в отличие от Украины. Но не ждали бы, а сами приняли бы, вот тогда бы это было бы заслуживающее уважения Украины.
Ну, не признают, ну и черт с ними, не признают. Тогда и я не буду признавать. Любой человек, украинец это, даже в это трудное время для Украины, я об этом, вы знаете, не говорю, но если украинец отказывает мне в праве на мою государственность и не признает, то какого хрена я буду его признавать? К чем это кто-то лучше кого-то на этой земле? Никого нет лучше, никого нет хуже, ну кроме фашистов и имперцев. Остальные все самые нормальные, равные, да, люди на этой земле. Признают, не признают, посмотрим. Было бы хорошо, если признали бы. Мудро было бы, мудро. Так, Джохар Дудаев говорил, что скот может такое сделать. И как отнестись к скотине, что ты обозлился на скотину, на животное. Роман Хетик. Да. Мы знаем одно, если они нас будут дискриминировать, они все проиграют. Маней, салют вас, чеченцы, Украина. Сразу, как только все закончится, уверен на 100%. Сейчас вами пользуются, и как только все закончится, сразу начнут вас сливать. Манейс, мне сложно возразить тебе, особенно после того, как выдали Тумгоева, как внесли санкционный список. Мне вот хотелось бы тебе возразить, причем как возразить хотелось бы. Но сложновато дело. Саш Крым. Аслан, скажите свое мнение, пожалуйста, про Александра Невзорова. Можно ли ему верить его информации, если он из тех, кто шапки переодевает? Саша Крым, я вам со всей ответственностью заявляю, Александру Невзорову верить ни на одну секунду, ни на одну минуту нельзя. Более того, я считаю, он не просто не переодевается, он остается таким же русским империалистом, фашистом, но вот он делает вид, что он как бы к Украине это не имеет отношения. Вот украинцев он заносит вот в эту свою русскую имперство и им предоставляет место в этом своем имперском мире. Это самый настоящий фашист. Они наслаждаются тем, что их боятся. Они абсолютное зло. Это может показаться, что там какие-то мои фантазии, я там преувеличиваю и так далее. Но посмотрите в мире, кто делает больше зла и кто сделал большего зла, чем вот эти люди, которые принимались во все институты и так далее. Они наслаждаются, когда их боятся. Для них, когда их боятся, это значит их уважают. Да, во всем мире это разные два понимания, боязнь и уважение. Но вот в русском менталитете вот этих фашистов-имперцев это абсолютно все укладывается. Русский может быть только над или под. На равных он долго не может находиться. Если вы проявляете к нему уважение, если вы показываете уважение, и некоторые другие советские граждане тоже себя так, кстати, начали вести, уподобляясь вот этому скотскому поведению, долгое время не могут. Они начинают свешивать ноги, и нужно их скидывать время от времени. Или нужно быть изначально такой собакой, да, как к собаке отношения. Ну, вот, конечно, не ко всем это далеко относится. Вернее, не ко всем это относится, ну, большей части все-таки они так, и только понимают язык силы. Ни Александру Невзорову, ни одному человеку из КГБ, ФСБ, этот потомок КГБшников, сам отлично идеально подходящий, да, для этой системы, из этой системы человек, по некоторым данным, его дедушка является его же папой, как бы его мама со своим тестем, да, или как он там называется, свекор, да, он называется, этот ублюдок Невзоров, поэтому верить им нельзя. Я вообще не верил бы никому, какие слова говорят из России. Вообще никому. И
Как бы красиво ни говорили, а вы даже не представляете, как они умеют красиво. Или вы уже, наверное, вот видите, вы если повелись на Невзоров, вы задаете такой вопрос, у вас уже возникает сомнение. Если долго слушать, это однозначно возникает вот такое ощущение. Но я призываю не слушать просто этих людей. Не игнорируйте, никакой пользы от них вам не будет. Не выведут они людей, не поднимут они Россию. Ничего от них не произойдет. Никакой толка пользы нет. Это большая ошибка и заблуждение. Что будет? Вот этот Киселев, который у вас там в Киеве, это из той же оперы. Еще с Афганистана этот человек служит этому режиму. Матерый пропагандон. Они умеют мимикрировать, они умеют так Вы никогда в жизни не поверите, что такое даже возможно. Ну, по крайней мере, мне было сложно вначале в это поверить, понять это все. Может, люди более в этом деле искушенные. Я был как бы наивный и продолжаю в какой-то степени оставаться. Но, опять же, этим людям я уже абсолютно не верю. Абсолютно. Ну, конечно, Невзоров очень грамотно, четко говорит, и он такой рассчитан, скажем так, на интеллектуалов в самой России, в первую очередь, и в Украине, которые, а он очень церковь разоблачает и так далее, и так далее. В этом плане нет веры. Вот. Так, Шульдамак, ассаламу алейкум, кенти, ва алейкум ассалам, Шульдамар Шуэль. Так, более 20 лет пытались достучаться до мира. Так, кто виноват, новая жертва российских фашистов? Так, Аслан, чистая правда. Дуже дякую, Ури. После победы, думаю, Украине будет даже выгодно признать Ичкерию. Дики-дики, это, конечно, такие хорошие распространенные сказки, которые распространяются, да, чтобы там не отворачивать чеченцев от поддержки, но это всего лишь сказки. Потому что ничего не мешает за эти 8 лет признать, ничего не мешает не вводить чеченцев в санкционный список, ничего не мешает не выдавать Тимура Тумгоева, ничего не мешает не называть Шамиля Басаева террористом, даже если он таковым и является. Только лишь хотя бы потому, что он воевал против фашистской России, которая сейчас превращает в Грозный Мариуполь. Превратил уже в Грозный Мариуполь. Ничего не мешает прямо сейчас признать Чеченскую Республику. Это все, конечно же, большому сожалению, такие успокоительные сказки. А на канале Реалити мы говорим только, какая бы она ни была неприятная, говорим только правду и реальность. Поэтому, когда признает весь мир, потом, когда признает Америка, она нас признает, и в этом уже есть и предпосылки этому, и есть другая разного рода информация по этому поводу. Рано или поздно, конечно, нас признают, и так далее, и так далее. Но тогда это будет уже не признание Украины, а только лишь как далее это будет. Но этот прорыв нам предстоит, я думаю, дело за американцами. Именно поэтому, Господи, благослови Америку. Если бы не было Америки таким государством, таким странам, как Израиль, чеченцы, другие малые народы, даже Косово, нам бы не было бы места в этом огромном мире среди вот этих больших людоедов, которые почему-то возомнили себя вершителями судеб разных народов и государств. Так что вот такие вот дела. Украина сейчас момент признать свободную Ичкерию, это было бы конкретно удар России. Да, Асколи, но там проблема в том, ты абсолютно прав, но проблема в том, удар наносить хочет свободная Украина, которая гибнет сейчас на боях. А есть еще СБУ. Мы не слышали про люстрацию СБУ, мы не слышали наказания виновных, предателей, кто там сдавал армию, кто там работал на ФСБ и так далее, и так далее. Больших увольнений не видели. Мы видим, что фактически ничего не меняется.
А СБУ это такое хребет государства. Это, как выражаются, глубинное государство. Да? Ну, не знаю, что будет из этого. Но мы, чеченцы, победив в борьбе, в войне, проиграли спецслужбам. И у меня вот сейчас я наблюдаю, вот такие же завихрения происходят. Таким индикатором должна быть Чеченская Республика. Вот для СБУшников, нормальных, честных, свободных людей, которые строят свое независимое от фашистской России, СБУшников, да, должен быть индикатор чеченцы. Чечня, чеченцы, отношение к этому делу. Ну, тут проблема в том, что искренне сейчас патриот Украины из СБУ, генерал какой-нибудь, он может оказаться матерым убийцей чеченского народа. И он не может признать Чеченскую Республику, потому что завтра ему придется отвечать за это. И он будет делать все возможное, чтобы уйти от ответственности и не сдавать своих подельников. А насколько он может быть искренним защитником Украины, при этом убивая свободных людей, зарабатывая себе там баллы, когда он это делал против чеченцев, ну вот я не знаю. Я не знаю. У меня нет даже доказательств, что есть такие КГБ, генералы СБУ. Но я в этом не сомневаюсь, нисколько, что они есть. Именно поэтому Гордон и его кураторы не произносят имя, название чеченцев, что мы имеем право на свободу. Хотя все прекрасно понимают, что мы имеем право на свободу. Например, такой реально хороший аналитик, реально не глупый человек, швец, который проживает в Америке, он бывший КГБшник. Я уверен, он тоже причастен к геноциду чеченского народа, потому что он связан с этими Гордонами, там, другими СБУшниками в Украине и никогда не произносит слово Чечня. Чечня, то, что геноцид Чечне и так далее. И только соучастники так могут себя вести. Только вот подонки могут, которые принимали участие в убийстве, геноциде чеченского народа. А теперь они решили резко переобуться из своих вчерашних товарищей, слить и стать ярыми. Ну, швец, понятно, кроме фамилии у него там ничего нет украинского. Ну, таких много. Цымбалюк, например, есть такой украинский журналист. Вроде не глупый, хотя он меня раздражает. Он даже хуже, чем я, говорит. Да? Хотя он дикция хорошая, правильно все произносит и так далее. Но при всем при этом вот его вот, манера вот этого овца, пропущенного через лошадь, она меня раздражает. Вот этот человек очень много лет жил в России, участвовал во всех этих пропагандистских делах. Я уверен, я просто знаю эту кухню. Как человек, который испытал ее на себе, ну и как долгое время проживший в России среди разных людей. Общение было. Он тоже всячески пытается оскорбить, задеть чеченцев. Что ему сделали чеченцы? Мы у вас землю убили, мы Бучу, там Бучи это чеченцев, хотя сейчас пытаются кадыровцев пристегнуть к этой Бучи, там везде кадыровцев. И вот кто пристегивает кадыровцев к войне, да, везде там кадыровцы, Кавказ реалии, просто у этих людей там, я не знаю, недержание просто какое-то, да, происходит. Просто будьте мужчиной, вот кто у вас там есть, кто вот это пишет, вот эти ваши писульки против чеченцев там и так далее. Не бойтесь так сильно, но назовитесь имени. Не то, что вам кадыровцы что-то сделают. Вы про кадыровцев там говорите. Просто я бы хотел бы знать, какой ублюдок там у вас сидит и работает, который везде там пытается сказать чеченцы, то они вот этого связиста своего КГБшного блогера рекламировали усиленно. Теперь они кадыровцы везде там пихают и так далее. Поэтому, ну, это такая большая тема, которую мы, конечно, должны всячески понимать и пресекать эту деятельность вот этих разных мерзавцев. Ну ладно, давайте пойдемте дальше. Тут много комментариев. Время неумолимо бежит. Так. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Вопрос о признании или непризнании не должен стоять на повестке дня. Нохчу знает уже во всем мире, и мы не нуждаемся ни в чем признании. Ва алейкум ассалам.
Ну, вообще разные вещи ты сказал. Речь идет о юридической стороне вопроса и о том, что нас во всем мире признали. Да, нас признали, но при всем при этом, как ты видишь, это не мешает нашим врагам использовать наших бойцов, которые тысячами погибли, сражаясь за свободу против фашистской России, их имя использовать кадыровцами, прикрываясь, что вот они такие бойцы и так далее, которые рядом просто не стоят, которые не умеют так воевать, так доблестно воевать. И даже не столько же дело в умении, хотя, конечно, в любом деле профессионализм, умение имеет большое значение. Важно искренности тех побуждений, когда ты готов отдать жизнь, самое ценное за то, во что ты веришь. И 11 братьев у нас погибло, и 10 братьев, и 5 братьев, и были люди, которые вот так уходили в землю. И вот что ценно для человечества, для истории человечества. Даже не что он там умеет белки с 2 километров в глаз попасть. Вот что ценно. Поэтому, да, нас знают, признают, но когда мы не владеем юридическим вопросом, нас используют. И наше имя, вот этих лучших сынов, с которыми я имею честь знаком быть, которые выжили невероятным чудом, некоторые из них есть выжившие, к счастью, но в основном они погибли. И вот имена их ратный подвиг, ратный труд используются оккупантами. Не Кадырова же их используют. Кадырова это те, кому можно применить вот этот, потому что не применишь же его там к русскому или там к дагестанцу. Сразу понятно, из другой темы идет. А применяется именно кадыровцам. Все это делают русские. Они могли бы убрать вообще из истории, да, что чеченцы были воинами, там, они бы им сказали бы, оденьте понты и там танцуйте балет кадыровцев. Они за деньги тоже танцевали бы этот балет. Я не сомневаюсь в этом. Если они за деньги убивают людей, то почему не станцевать балет? Отличный танец, между прочим. Могли бы танцевать. Просто дело в том, что русским нужно, чтобы вот это имя вот этих наших воинов, оно осталось для использовать это имя для новых своих имперских войн. И еще я тоже хотел рассказать, друзья, знаете, не все понимают, может это ошибочно, моя теория в этом вопросе, что для чего воюют русские, что русские воюют против американцев, а Украина это так, там, оказалось просто как бы там разменной какой-то монетой, что вот воюют русские в Украине против американцев. Ну, в корне я не согласен, только лишь даже можно взять один пример, потому что, во-первых, это не только сейчас эта война началась, и эта война началась еще с тех времен, даже когда Америки еще не было, да, как таковой, такого государства не было. Поэтому, конечно же, это старая война, и она не с кадыровцами, и не с американцами, и так далее. Это русско-украинская война. Национально-освободительная война украинского народа. И воюют украинцы за свою идентичность, за свою независимость, за свою свободу от многовекового врага, который украл у них историю и пытается вот эту историю оставить себе. Ну и с другой стороны, казалось бы, что с этого истории? Будет она у украинцев, будет она у русских. Ну и что из этого, да, как бы, если Путину так плевать на Россию и на русских, а ему плевать на Россию и на русских, так как он их всех обворовал и отправляет на ненужные войны, в принципе, все правители всегда наплевательски относились на русских. В принципе, русским это нравилось. Чем хуже к ним относились, тем величавей становился их царь. Потом в истории. Но вот что нужно Путину и ФСБ? ФСБ, КГБ, когда
НКВД, когда они вот сформировались, они много лет заставляли работать весь Советский Союз на государство, набрали разных заводов, фабрик там и так далее, много территорий освоили, мягко скажем. И в итоге им нужно было начать стать полноценными хозяевами. И все те люди, которые в 20-х, 30-х годах устраивали голодомор, массовые репрессии и так далее по всему Советскому Союзу, их внуки и правнуки сегодня сейчас являются у власти. Вот Путина, Патрушева можно назвать без сомнения сыном или внуком вот тех, кто тогда расстреливал. И Путин как бы в принципе поддерживает эту линию, говоря, что его дедушка, по-моему, да, был поваром у Сталина там, и так далее, и так далее. Я в принципе легко в это верю, потому что они потомственные КГБшники, и они являются хозяевами России, как они это декларируют, они так считают, но фактически так это и является. И они, понимая, что Советский Союз, вот внуки, они хозяева, и они, понимая, что их колхозная экономика не конкурентоспособна в мире, они перешли на рыночную, на международную, всемирную экономику, влились в нее, им разрешили по большой глупости там, и так далее, алчности, ничтожности, мелкости некоторых представителей Запада, им разрешили это сделать. Они вступили в это во все, и в итоге КГБшники завладели всей Россией. И вот эти все олигархи, там, Ходорковский там, и другие третьи, это все гибнюки, это большая система гибнюков, там миллионы агентов, которые работают на эту систему. У них есть закон, по которому, выходя на пенсию, гибнюк будет получать пенсию за то, что он стучал и работал на КГБ и так далее, и так далее. И у них был план, что вот они переходят, захватывают всю эту недвижимость, которую наши отцы и деды под кнутом КГБшников, НКВДшников построили, вот, накопили вот это все имущество. Они это все, этим всем завладевают, они, КГБшники, и тем, кто им служит. И после этого они превращаются в дворянство. То есть они легализуются, они не могут находиться КГБшниками, быть КГБшниками, потому что КГБшники, спецслужбы, это люди служивые, они служат государству. Они не управляют государством, в любом государстве. Любая спецслужба, это так должно быть. Они служат государству. Это искренние, честные патриоты, ну не всегда, может, честные, но патриоты, которые служат своему государству. КГБ же является владельцем, хозяином этого государства. В нормальном государстве народ является владельцем, хозяином этого государства, этой территории, там, и все, что принадлежит, находится на этой территории. Здесь наоборот, КГБшники являются, а народ это биомасса, это, ну как они хотят сделать, они будут дворянами, остальные будут, ну, обычными гражданами и так далее. Вот именно для этого это на много лет строилось. Выдавались грамоты. Не только русским выдавались грамоты. Выдавались даже чеченцам грамоты, что они являются князьями, графами, какими-то там третьими, десятыми. Я просто знал человека, который защищал, я был адвокатом в одном уголовном деле, который защищал там семью вот этих Романовых там и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти люди всячески готовились к тому, что получали там звания, титулы там и так далее, и так далее. И вот тогда, возвращаясь к истории Украины, я хочу донести информацию для украинцев, что и среди украинцев тоже, наверное, эти грамоты давались, разные титульские звания давались. На княжение за Украинской Русью, там какой-нибудь там украинец должен. От царя русского, московского там и так далее. Так вот,
для того, чтобы стать вот этими миллиардерами, владельцами заводов, яхт, пароходов и, самое главное, людьми, которые населяют, да, в России некоторые уже целыми деревнями там выкупали земли, там вместе с деревнями, с людьми и так далее. И для этого нужна эта история. Потому что и царская, романская, вот эта царская семья, и все остальные, они все равно имели отчет от украинской, от киевской Руси, вот имели свою историю. И мне кажется, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, именно для этого ведется эта война, для того, чтобы КГБшники, они наконец-то успокоились, ушли на пенсию, передали своим детям, дворянам, которые будут признаны таковыми в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане. И таким образом они смогут жить, передавая вот эти свои богатства, эти миллиарды, триллионы своим детям, внукам, и смогут спокойно, не опасаясь за безопасность, он же как бы царь, он же там граф какой-нибудь там, граф Патрушев там, да. Смешно, конечно, да, русский Фредди Крюгер превращается в графа Патрушева. Но они так планируют. Вот это я могу вам рассказать вот такую историю. Это я вам, чтобы вы понимали, когда я говорю, что это, наверное, единственная история в истории человечества, война за историю, когда люди, государства воюют друг с другом. Вот такие вот дела. Поэтому украинцам, чтобы избавиться, правильно было сделано, Порошенко, видимо, это понимал, разделение вот этих церквей, ну, в случае оккупации Украины церкви объединили бы заново, но церкви разделены, и вот все, что связано с русским, вам нужно разделиться. Не нужно заигрывать с ними, не нужно вот на этих каналах там приглашать, всех гнать метлой просто, да, пускай дома сидят, еще что-то делают, там, еще как-то. Ну, если вы вот не разделитесь, вы будете выискивать там хороших, плохих, вы всегда получите Невзоровых, Киселевых, там, и разных других третьих, которые там, под разными видами будут вам без мыла пытаться к вам проскочить в ваш дом, в вашу историю, украинцы. Так, давайте я перемотаю, друзья. Так, Аслан, респект, Ичкерия, свободу, слава Украине, героям слава. Аслан, есть вероятность, что из-за предателя СБУ мы сможем проиграть. Хаурсум, абсолютно, конечно, есть. Я вам скажу, Хаурсум, мы выиграли маленькой армией, вот я вам несколько тысяч, 3, 4, 5 тысяч у нас было бойцов, которые сражались против этого огромной армады, было 420 тысяч загнано на нашу территорию, маленькую, 150 километров длиной и так далее. Ну, это все вы знаете. Так вот, мы выиграли эту войну. Русские вынуждены были сесть с нами за стол переговоров, подписать с нами договор о мире и принципах взаимоотношений. И мы проиграли предателям. Вот из СБУ, из наших спецслужб, из которых они вербовали, там перевербовывали и так далее, и так далее. Мы недооценили силу спецслужб. Вернее, при Дудаеве мы прекрасно осознавали. Буквально за несколько дней или даже за неделю, за 2 гибели Джохара Дудаева, он уволил все свое окружение. Через 2 недели, как только он погиб, опять эти люди начали появляться, что типа его не увольняли, он там отъезжал, он там был на задании по заданию Дудаева и так далее. Так вот, именно мы понесли в этом сражении, мы войну не проиграли, война продолжается, но мы понесли сражение, и так далеко это запущено, потому что мы проиграли из-за предательства, из-за спецопераций, их КГБ, ФСБ, которая усиленно внедрялась, и в первую очередь в наши спецслужбы в том числе. Хотя, конечно, наши есть СБУшники, наши, ДГБ у нас это называлось, Департамент государственной безопасности,
которые до сих пор, и, во-первых, погибли, и, ну, там, и которые остались. Да? Некоторые, вероятно, еще живы. Некоторые наши люди, которые сейчас мы не знаем, где они, что с ними. Некоторые погибли. Но основной акцент и внимание, конечно, направлялся на военных и на спецслужбы. С военными у них ничего не получилось, а спецслужбами они справились. Они справились. Так. Баракалла, что ты развернут, ответил на мою реплику и озвучил мои мысли, которые я не мог развернуть из-за ограниченности формата комментариев. Так, канал «Гражданская оборона» тоже местами использует в своих выпусках нарративы Рашки относительно Кавказа. Да, есть такое, очень часто. Так, у русских во всех своих бедах кто-то виноват. Америка или Израиль. Всех от них защищают, а сами в нищете живут. Вместо того, чтобы развивать, они везде воюют. Русский мир хотят везде построить. Да, леди, это так. В чате 76 человек и 38 лайков. Так. Стяги меня дружно уши до украинских соцсетей. Много что можно хотеть, только ведь каждому действию есть противодействие. Закон Ньютона, физика ничего не поддержит. Вы допускаете, что Рашка останется в своих границах, очухается и снова придет с войной к нам? Хаурсум, абсолютно. Я не то, что я допускаю. Я не сомневаюсь, что от вас Россия никогда не отстанет. И именно из-за того, что им нужна ваша история, а не уничтожение в целом государства Киева, да, что вот там ваш один СБУшник вчера говорит буквально, что нацелены там ракеты на Киев там и так далее. Я не думаю, что нацелены. Именно поэтому и не нацелены, или они не применят ядерное оружие, потому что нужна Украина целиком. Ну или, ну Киев точно нужен, да, без Киева, без Киевской Руси, без Киева Киевская Русь не получается. Вот для чего нужна захват Киева и так далее. И я не сомневаюсь, что они вернутся. Я не сомневаюсь, что они от вас не отстанут никогда. Потому что без этого вот эти миллиардеры, чьи деньги там разные там подставные люди используют, там прикрываются этими именами, реальными владельцами являются КГБшники, ФСБшники, потомственные. Они не могут стать легализованными, признанными легальными миллионерами, миллиардерами там, и так далее. Они не могут такими стать. Поэтому они обязаны забрать Киев. Это для них очень важно. Или вы их, или они вас. Или вы их, или они вас. Вот такая вот дилемма. Наверное, эти грамоты выдавали не только КГБшникам, а и бывшим членам КПСС в Украине. И в 90-х хозяйством всяких фирм становились инструкторы, которые раньше работали в райкомах. Да, там знаете, как было? Там вот эти выделение грамот, титулов там и так далее, это такая фейковая тема была. На этом много аферюгов денег делали, пытались сделать. Но была и настоящая. Во-первых, это как вброс делался, посмотреть, как общество реагирует, чтобы общество привыкло к вот этим каким-то графам, там, дворянам и так далее. Ну и вот настоящие есть, да, подтвержденные, там, третье, десятое, а есть вот такая вот шушера из-под ногтей. Поэтому это такая большая тема, это известная тема, и я ее не сейчас открываю, но я знаю, что есть очень сильно верящие вот в эту графство, в титульство люди, и есть чеченцы, которые получали эти графские разные там титулы, звания и так далее. И как же там во владение Кавказ передается там какому-нибудь графу.
То есть и я, и все мои родственники передаются во владение там какому-то ублюдку, который возомнил себя графом. Ну, вот такие вот дела. Одно дело временно, да, когда незаконно захватили вас, оккупируют. А другое дело, когда все уже, все законно, все подтверждается бумажками. Ты что, это же граф, и ты должен с этим считаться. Ну, у нас, конечно, это не проканает, но у нас такие тоже есть чуваки, которые вот э, верят вот этого все. Ну, работает ведь. Вот сейчас, например, в советское время, 70 лет, мы находились под оккупацией. И такие люди, как я, с такими взглядами, как я, они находились там в подполье, да, или там в тени находились, там, еще как-то. Потом сейчас уже вот на глазах всего мирового сообщества, абсолютно наплевав. Мне иногда даже до отвращения бывает, когда вот эти разные политики сейчас про Бучу вспоминают, про эти вещи, говорят, необходимо, да, нужно делать и так далее, но это не сейчас началось. И на глазах всего мирового сообщества убили нашего президента, уничтожили вообще всех, превратили сперва исламистов, каратистов там. И причем это все делалось при участии и украинских спецслужб, и западных спецслужб, и других, третьих. И потом все это просто развернули, перевернули. Ну, этим, конечно, занимались в основном русские. Ну, каждый грел себе руку на этом и имел какую-то пользу с этого. И вот в итоге сейчас практически 15 лет или 20 лет Кадыров Рамзан абсолютно тупой человек, абсолютно безграмотный человек, абсолютно не понимающий, особенно в начале, часто он чуть-чуть хоть соображать начал, вообще не понимающий, где он, что он, его задача пытать людей вот этими черенками от лопат, избивать, пока вот черенки стоят, они заходят, берут черенки в спортзале, они там отдельных тюрем не держат, спортзал. Все, приехала проверка, ну у нас тут спортзал. Этих быстро вывели куда-то, быстро показали спортзал. И все, прикованные к этим специально подготовлены. Отдельного помещения для пыток не было и так далее. И вот этот человек фактически ну, 15-20 лет над нами управляет, работает ведь. И кто присосался к этой власти, они заработали много денег. 10-20 лет это большой срок. Да, за 20 лет люди столько не живут некоторые. Они вот жили, зарабатывали, обогащались там и так далее, и так далее. Платить придется, правда. Платить за это, расплачиваться придется. Но 70 лет советская власть была, эти так многие ушли в могилу, не расплатившись на этой земле. Ну вот, я думаю, перед Богом-то они точно расплатятся. Так, вот такие вот дела. Так, друзья, нам нужно готовиться к разговению. Чеченцы, спасибо вам за помощь. Дуже дякую, Дики. Дуже дякую. Мы благодарны НАТО, где сотни тысяч нашли в тяжелые времена кровь и защиту. Да. Подавятся они Киевом и Украиной. Мы их крестили, мы их отпоем. Инша Аллах. Вот самое место, когда это нужно сказать. Инша Аллах. Тамерлан, ассаламу алейкум. Ичкерия смотрит тебя. Машур Тамерлан. Я слежу за тобой, Тамерлан, что? Салам алейкум, рад видеть тебя в здравии, в хорошем расположении духа. Ганс Дитрих Дженчер. Баркалу алейкум ассалам, Ганс. Садула Гихинский. У чеченцев никогда не было никаких графов. А вот теперь будут, Садула. Получи, распишись, дело. Так, ну пускай не отпоем, значит зароем. Расчленим, развеем их прах. Понятно, понятно. Как относится к Алексею Гончаренко? Я очень хорошо отношусь к Алексею Гончаренко. Почаще, если бы он говорил бы про Ичкерию, я был бы вообще ему безмерно благодарен. И вообще, мне вот в взглядах, мне человек очень импонирует. У него жизненный путь, как у политика, разнообразный. Я надеюсь, он не совершал преступлений против чеченского народа в это смутное время, когда это было. Ну, я думаю, что было бы хорошо, если бы
Алексей всячески поддерживал бы чеченскую тему. Не просто вот потребительски, как вот сегодня я вчера услышал от своего друга. Вот, давай, Кавказ, поднимайся там, давай, покажите, открывайте второй фронт. Я говорю, с удовольствием. Оружие, деньги, финансовую, информационную поддержку. Мы после геноцида, постгеноцидный народ. И они, конечно, льстит, что нас после этого еще берут в расчет. И мы, в принципе, пороховницы имеем. Но я бы хотел для чеченцев чуть-чуть другую участь. Я бы хотел, чтобы чеченцы нас поддерживали, да, как и следовало людей, переживших геноцид, поддерживать. Поэтому и Гончаренко, и ко всем остальным именно так это у меня мнение и относится. Что, но поддержите нас, мы будем делать все, что зависит от нас. Вот такие вот дела. Но вообще мы должны быть только с НАТО. Абсолютно, Ури, абсолютно с тобой согласен. На этом Хаймара даст основан чири дересвал тамерлам. Аша даст марнаш, идо марнаш, даст шун эту луэль, вежери, ежери. Всего самого хорошего, друзья. Я пошел кушать. Еще у нас 15 минут, правда, до трапезы. Но все же дела. Вот такие вот дела. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Так, странно. Так, подождите. В 2013 году мне рассказывал знакомый с Украины, как они всех кавказцев выгнали с рынков. Странно, что вы защищаете. Это ужасно, конечно, если именно то, что они кавказцы выгоняли с рынков. Но на рынках чеченцев немного, по крайней мере, торгуют, не так уж много. Поэтому, наверное, за всех кавказцев я не могу, потому что кавказцы есть россияне, которые любят свою Россию матушку, к нам это не относится, поэтому вот так вот, ладно. И вообще 2013 год, это вообще Украина для меня была продолжением России в 2013 году. И только потому, что многие украинцы извинились за то, что они были так наивны, и за то, что Джохар Дудаев сказал, что солнце свободы зайдет, и мы делаем одно дело, со стороны Украины зайдет. Я поэтому поддерживаю их справедливую борьбу. Так, все, на этом все. Рамазаном с Уразой, Нью Горизонт, тебя тоже всего самого хорошего. Все будет Ичкерия, слава Украине.